Сама идея моего путешествия, конечно, очень уходит глубоко в корни. Наверное, я к этому путешествию шел всю жизнь. Может, не понимал в какой-то момент, что мне нужно в жизни. Но все-таки после окончания школы я посмотрел один фильм. Я не знаю, может, кто-то видел, нет? Называется «Into the Wild» в диких условиях. Про одного парня американского, который так все бросил и уехал в путешествие автостопом по Америке. Ну, смысл я не буду рассказывать, сами посмотрите его. Вот, этим фильмом я очень сильно вдохновился. Я, в принципе, начал понимать, к чему у меня стремится душа. Начал постепенно готовиться, приобретать снаряжение легкое, там рюкзак, палатка, там пенка, самое элементарное. И первый мой автостоп начался с Украины. Первым же моей точкой стал Киев, город Киев. И вот, после Киева я уже так начал немножечко побольше путешествовать. Объездил так всю Украину, Белоруссию. После этого меня забрали в армию, потом я восстановился на учебе, я 3 раза поступал, 3 раза как бросал, можно сказать, потому что я просто не удерживал. Я не могу сидеть долго на одном месте, находиться. Вот. И вот в какой-то декабрьский, позапрошлом году, в декабрьский день, я решил все-таки бросить университет, или хотя бы, так скажем, оставить его на время и отправиться в долгое путешествие, но уже на велосипеде. Но перед этим я еще объездил свою родную Чувашию. Конечно, Чувашия маленькая, но я побывал во всех районах. Обо мне сразу написали в газете, на главной странице. И меня это очень сильно вдохновило, зарядило. Наверное, я очень за это благодарен, потому что если бы не было такого результата от этой поездки, скорее всего, я бы, может быть, не пришел к этому, где нахожусь сейчас. Вот. Я уже начал готовиться к велопутешествию, потому что велопутешествие это не автостоп. Здесь требуются все равно какие-никакие вложения в само снаряжение, велосипед. Но в само уже путешествие я отправился без денег. Все деньги ушли на снаряжение. В общем, отправился без денег. Наверное, самый такой интересный вот этот момент для многих, потому что как так это отправиться в долгое путешествие, не зная вообще, куда едешь, но знаешь, что долго и надолго, далеко и надолго, и не знаешь, чем будешь питаться. Но это очень хороший урок выживания в социуме, общение с людьми, узнавать, как живут народы. Самое, как я уже повторюсь, во многих уже репортажах говорил, что это приводит, вот это, как можно сказать, безденежье в путешествии, к максимальному сближению с народом, общению. Потому что бывает, там, у тебя заканчивается еда, тебе нужно просто попросить приехать в любую деревню, заехать, попросить у людей хотя бы картошечки, там, чтобы сварить, или гречки, там, крупы. Ну, это мелочи абсолютно, никаких денег абсолютно не берешь, но обычно даже не нужно ничего просить, люди сами видят тебя на трассе, останавливаются, помогают, спрашивают, что тебе нужно. Я, конечно, человек скромный, я отказываюсь часто от помощи, денежной, еще какой-нибудь, потому что вот такой вот я, вот такая вот у меня, как говорится, в крови чувашская скромность. Ну, это, как говорится, красит человека, но надо знать во всем меру. Но в целом, вот путешествие, я до того, как отправиться, я решал, куда поехать. Либо в Среднюю Азию, Казахстан, Таджикистан, там, Узбекистан, либо на Кавказ. Но все-таки отправился на Кавказ. Не знаю почему, просто так лежит душа. Никаких планов я не строил. Не считаю это не особо правильным. Ну, не знаю, может, с моей философией так. Зачем строить планы? Все равно получится так, как получится. Но в любом случае будет все хорошо. Вот, проехал весь Северный Кавказ.
Ну, конечно, я был в Крыму до этого, поехал по России, по Поволжью, по Волге, посмотрел свою родную реку, матушку Волгу. Ну, не видел, конечно, куда она впадает, до Каспия я не доехал, подъехал только с другой стороны, со стороны Дагестана. Вот, проехал Северный Кавказ, потом Азербайджан, Грузия, сейчас Армения. Ух, Армения меня встретила снегом, очень маленький отрезок, конечно, по времени, но очень насыщенный и интересный. В Армении я сама география, так скажем, начиная с грузинской границы, она до Еревана идет сплошной подъем до Ванадзора, до перевала Дилижанского перевала. В Армении я познакомился с одной русской деревней, Фиолетово называется. Там я узнал, что живут староверы. Ну, в начале предысторию, как я с ними познакомился. Был снегопад, я ехал по трассе, остановился фургончик, вышел бородатый мужичок, говорит: давай садись, чего подвезу. Ну, он меня подвез буквально 5 километров до села. И в селе же я заночевал. Он там познакомился с другим мужиком, который меня принял. Ты, говорит, давай переночуешь, накормил, как говорится, поспал возле печки. Даже я не знал, что вот такие переселенцы из России живут, из царских времен. Пообщался, познакомился, как будто побывал в старой древней России, царской России, так скажем. Даже город какой-то такой еще старенький остался. Совсем они не смешиваются с другими народами, оставляют кровь, как говорится, чистой. В этом они, конечно, молодцы. Вот, на следующий день я отправился уже на Дилижанский перевал, там до него где-то километров 20. В этот день была хорошая ясная погода. Перевал проехал без проблем, заехал в туннель, проехал его. Дальше я проехал озеро Сиван, красивое озеро, конечно, было очень морозно. Не удалось постоять, полюбоваться им побольше, потому что там уже сильный ветер морозный. Проехав город Сиван, остановился еще один мужчина на пикапе. Он говорит: я тебя, говорит, видел, но что-то не мог остановиться там по каким-то обстоятельствам. Он говорит: давай, я тебя до Еревана довезу. Я не надеялся в тот день доехать до Еревана, я думал остановиться на ночлег, попроситься в какой-нибудь деревушке. Ну, в общем, я доехал до Еревана, а ночевки у меня абсолютно не было, у меня ни знакомых не было. Я вспомнил, что у меня есть один знакомый, когда я был в Ставрополе, на Северном Кавказе, я познакомился с одним человеком, Сергеем, он сам армянин, он, можно сказать, живущий там, но сейчас он был в Ереване. Я нашел его номер, я вспомнил, позвонил ему, и он уже приехал с другом, и, как говорится, меня устроили на ночь в отель. Очень большое им спасибо за это. А на следующий день они уже написали в группу Велоклаб ребятам, что приехал такой-то, такой-то человек. И на следующий день я встретился с Эмилем. Наверное, все его знают, все велосипедисты армянские, так скажем. И вот теперь я в гостях в велоклубе. Вот это такая история пока. Но это только, можно сказать, начало. И вот Армения такая гостеприимная, в принципе, все прекрасно. Сейчас вот спасибо большое за приглашение в федерацию, любительскую федерацию велоспорта. Вот, хочу пожелать вам дальнейшего развития, потому что велосипед как развивается везде, в принципе, на постсоветском пространстве, там в России, неважно, очень сильное развитие, это видно, так как я езжу по городам и часто встречаюсь с представителями, с активистами велодвижения. Меня, конечно, это очень радует. И я сам стараюсь вложить свой вклад вообще в развитие велосипеда, междугороднее развитие велосипеда. Показать людям, что велосипед это не только средство катания выходного дня, что это можно объезжать мир на велосипеде, ездить между городами. Это прекрасное средство путешествия в любую погоду, неважно. Метели, снегопады, морозы. Все рамки
лежат только у нас в голове, остальное все приложится, как говорится. Так что желаю всем удачи, не унывать, не смотреть на погоду, все будет хорошо. Спасибо.